Estonian Stones или 100. 100 камней Эстонии. Вы спросите, при чем тут камни? А речь идет именно о тех камнях, которые видели еще древние эсты и которые сохранились по сей день. Были такие камни и в одной эстонской деревне, где текла шоколадная река. Представляете? Там шоколадовары изготавливали первый эстонский шоколад. И в этой деревне жила семья Калью, что переводится как скала. Другими словами, большой камень. И родился у них младенец, и был вскормлен местным шоколадом. И, о чудо, он вырос и стал крепким, здоровым богатырем Калевым. Вскоре именно в его честь эстонский шоколад стали называть Калев. Известные политики, ученые, писатели, актеры, музыканты, спортсмены – камни Эстонии, на которых держится успех и прогресс нашей страны. А в галерее великих камней можно встретить даже сказочных персонажей. Балтийское море, красивая средневековая столица, наши сказочные леса и северные животные. Это именно то, что запомнит каждый турист, посетивший нашу юбилейную страну. Добро пожаловать к нам в гости! Также мы будем настоятельно рекомендовать праздники, близкие сердцу каждому эстонскому жителю. Так сказать, жемчужные камушки Эстонии. Один из таких праздников – это Иванова ночь. В этот день принято громко веселиться, не спать до утра, прыгать через костер, гадать и искать цветок папоротника. Именно в эту ночь юным девушкам могут присниться их будущие мужья. Стоит только лечь на новое место и сказать: «Сплю на новом месте, присни жених невесте». А вдруг и вправду приснится? Куда же в рождественский вечер без красавицы елки на главной городской площади? И делает это в Таллине уже с 1441 года. Так что в споре европейских государств, претендующих на звание родины рождественской елки, у нас и есть свой козырь. И самое важное событие этого года, самый важный праздник – это юбилей Эстонской Республики, столетие. Люди выходят на улицу, собираются вместе, поют песни на эстонском, а эстонский просто создан для того, чтобы на нем петь. С днем рождения, Эстонская Республика!